Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня опять на кухне и готовим такой, ну, легкое что-нибудь к чаю. Из теста, конечно, готовить сейчас время некогда, лето на дворе, работы много. Вот. И нужно что-нибудь по-быстрому. Перекус сделать, с чаем попить. Вот. Ну, у меня здесь сейчас вот на столе лаваш. Из лаваша мы будем делать такие, ну, пирожки, можно так сказать. Будем обжаривать. Начнем. А что будет класть начинку, Маша, я немножко поснимаю, друзья. Всем приветы, здравствуйте, да, пирожки, вот такие полосочки из лаваша или из лаваша, как правильно, потом поправите. А начинка, что у нас, Маша, тут? Так, ну, я колбасу взяла, 2 разных колбасы. Так, потом, значит, у меня здесь помидоры, сыр, яйца и лук. Яйца отварные уже. Да, яйца и лук это, значит, у меня один способ будет. А колбаса, помидоры и сыр это второй способ. Режем колбасу очень мелко. Ну, у нас тут, друзья, 2 вида колбасы, вареная колбаса и варено-копченая. Ну, я вот так мелко нашинкую. Прям очень-очень мелко, тоненькими полосками. Ну, это, как уже Маша сказала, что это на быструю руку, да. Действительно, лето, полно работы и без выпечки, без ничего, но все равно к чаю что-нибудь хочется. И в последнее время очень популярный вот этот лаваш, да. Купили мы этот лаваш. Можно самому, в принципе, пожарить, но это опять же время уйдет. А тут готовый лаваш ничем не уступает по вкусу, так видишь, Давид? Да. Очень даже вкусный. Ну что, лаваш есть. Делаем полосочки и заворачиваем такие пирожки. Любителям фастфуда это очень нормальная еда, нормальные пирожки даже. И еще, например, дети очень любят. Например, на лето приезжают в гости, и почему бы они привыкли тоже сейчас. Современные дети очень любят вот этот фастфуд. Любят. И почему бы и нет. Очень даже и аппетитно смотрятся вот эти пирожки, и начиночка тоже вкусненькая. Главное, можно эту начинку любую сделать. Можно поставить туда пюре, фарш, печень. Можно даже вместе все пюрешку, например, и печенку куриную. Просто мы сегодня решили, под рукой были остатки колбасы в холодильнике и лаваш. А потом уже все. Лук уже свой. Да, лук уже свой. Лук уже свой. А больше еще и ничего нету своего. Помидоры зеленые висят. Помидоры, да, растут потихоньку. Добавляем сюда майонез. Где-то получается ложечку я примерно, да? Столовую ложечку. Одна начинка у нас уже готовая стала. Сейчас будем делать другую начинку. Вот так.
А вторая начинка тоже очень простая. Яйцо и зеленый лук. Можно рис яйцом, как на пирожки. Вот что на пирожки ложите, то и сюда. Это тоже просто, это просто вместо теста лаваш. Так, сюда потом у нас лучок. Очень вкусная начинка получится. Наверное, многие так тоже любят. А сыр сюда едят? Нет. Может, с сыром вкуснее, нет? Яйца и лук. И эта начинка мне даже в пирожках тоже очень нравится. Когда я езжу в город, заходим в закусочную там, чтобы попить кофе с молоком. И всегда, если есть, то беру вот эти пирожки с яйцом, с луком. Обожаю просто их. Угу. А я люблю пирожки с картошкой, люблю с пирожки, с мясом люблю. Еще люблю пирожки, знаешь, с грибами, чтобы, ну, не сушеными грибами, не сушеных грибов, а чтобы свежие грибы. Тоже очень вкусно. Вот и практически вторая начинка тоже такая. И еще, кстати, да, я, Маша, еще люблю, знаешь, рис с яйцом. Вот это тоже для меня очень вкусно. Но лук, ты сама знаешь, что я не люблю лук. Вот вторая начинка. Две начинки. Одна другой краше и вкуснее. Вот. А сейчас будем заворачивать, друзья. Это все дело. Наши пирожочки. Ну, может, кто-то скажет, конечно же, это не пирожки, но мы сказали, что пирожки, и пускай они будут пирожками. Пускай они будут жареными пирожками. У нас лаваш не был прямоугольным. Видите, края овальные. Все простенько. Вот такие треугольнички. Неважно, там вот прямоугольник. Из середки нашего лаваша вот этот прямоугольник получается. И все. И так далее, как говорится. А вот из настоящего теста тоже такие классные пирожки получаются. Из настоящего дрожжевого теста так тоже можно лепешки лепить. И когда-нибудь мы обязательно покажем эти пирожки.
А это уже другая начинка пошла. Любимая начинка у Маши. С яйцом, зеленый лук. Вот такая гора конвертиков уже получается. А вот тут краешек уже лаваша, такой неказистый, конечно, но тоже завернем. Тоже завернем. Какой-никакой, но вкус-то все равно будет вкусный. Все равно треугольничек получился. Рваный уже. Я не знаю, почему такой лаваш достался. Очень прям, ну прям плохой краешек такой, рваный. Это в последнюю очередь надо обжарить, чтобы другим не мешалось. Уже принесли плитку, и для кляра эти наши пирожки немножко будем, так сказать, в яйце обмакивать и так будем жарить. А тут очень просто все. Яйца, соль и немножко водички. Можно сливки туда добавить, можно молока, там немножко. Но мы добавим просто воды. Маша говорит, что с молоком и со сливками это будет омлет уже. И, наверное, она права. Действительно, это вкус омлета будет. А тут сейчас просто будет кляр такой. Если не хватит, потом еще добавим. А потом включаем плитку и будем обжаривать просто. Наливаем масло растительное. Пусть согреется. Так, подождем немножечко. Обмакиваем яйце. И выкладываем на сковороду. И полностью вот все вот так делаем. Обжариваем, друзья, недолго. Буквально чуточку и все. Видите, какие румяные сразу получаются. Первый пошел, друзья. Вот такая вкуснятка готова.
И второй. Ну, быстро надо обжаривать. Не надо долго там с ними возиться. Видите, первая партия уже на месте, а вторая пойдет. Плитка шумит, как обычно. Ну, уже пускай. А вот это... Я говорю, что самый последний надо крайним его зажарить. Или нет? Нет, это другой, да? Это ошибки. У нас сковородка маленькая, как раз 3 штуки всего влезает. А треугольничков наших пирожков 9. Видите, как быстро все. Только положили уже, а надо уже перевернуть. Ну потому что это готовое практически блюдо. Главное, что подрумянилось еще. Аромат очень вкусный, Маша. Вообще. Я сразу чаю захотел. Аппетит разыгрался. Да, аппетит разыгрался. Правда, очень вкусный аромат. Видите, к нашему отряду прибавляется. У нас, друзья, начался дождь на улице. Сегодня, наверное, Машу полегче Маша будет. Поливать, наверное, огород не надо, да? Только, Ну, да. только теплицу. Да. Дождя давно не было, земля вообще абсолютно сухая. Холодные ветра, северные ветра холодные. Ой, всю ночь прокопал. Да, надо, чтобы медленно, именно, чтобы медленно моросил. А то ливневый дождь тоже не будет это самое. Что, да? Ну вот, друзья, вот такой рядок из пирожков этих наших. Все быстро, вкусно. Сейчас будем чай пить. Вообще шикарно. Красота и вкуснота. И простота еще. Ну что, все готово, пирожки. Ну, по традиции, друзья, меня хозяйка из рук угощает. Сейчас все скажут, вот еще это из рук еще есть. Укушу с колбасой. Колбаса, сыр, помидоры, горячий чай. Вещь. Вкусно. Ну, а Маша со своей любимой начинкой сразу пробует. С этим. Яйцо, да, лук зеленый. Да? Обожаю. Еще да, укушу. Ну-ка. Вкусно. Окей. Маша, 1000 нравишек вот таких за такую вкусняшку. Конечно же, друзья, советуем это приготовить. Конечно же. Потому что
многим приезжают, как уже говорил, дети, внуки там, но они уже, современные дети, можно подсели на фастфуд, да? Чтобы по-быстрому, все вкусненько, чтобы румяненькое и хрустело. И чтобы внутри начинка была такая вкусненькая, простая. Вот, пожалуйста. А начинку сюда можно, хоть даже и, наверное, и это, фрукты тоже ложить, да? Вкусные, сладкое, да? Можно же. Ой, вкусно. Вещь. Друзья, чай пью, а сам думаю, как вам рассказать. Я же хотел там, если говорю, рыба попадется, я вам покажу. Друзья, рыба на этот вершу не попалась. Попались 4 ерша маленьких с мизинец. И попалась одна плотва, тоже с мизинец. Все это отпустили благополучно. Тишина. Насчет рыбалки тишина. Вот так. А так хочется посидеть и половить. Кто-то скажет, почему не идешь на мостик рыбачить. Ну, мостик где мой, на озере. Но не ловится. Не только ведь не ловится. Мужики там опытные рыбаки, но не ловится еще. Все потом. А потом настроение тоже просто поехать туда и посидеть на этом мостике. Я лучше уже просто прогуляюсь. Уже июль, и скоро будем полноценно гулять. Гулять буду с собаками. Айду и Умку. Ну, раздельно, правда, вот так. Ну, скажи тоже несколько слов об этой вкусняшке. Вкусно. Вкусно, конечно. Сочная, вкусная. Да. Вообще. Всем советуем тоже. Но, в Просто принципе, очень это хорошо, что быстро это все можно сделать. самое главное. В летнюю пору это самое главное, что быстро. И в то же время это как бы выпечка. Давай. Ох, как вкусно. Обалденно. Все. Не прикасаясь руками, я целый пирожок съел. Это потому, что у меня руки корявые. Вообще обалденно. Очень вкусно, друзья. Очень вкусно. Весь поднос, конечно же, не будем на камеру есть. Вечер у нас длинный. И потихоньку это все мы будем кушать и кушать, кушать и кушать. Пить чай. Да. Может быть и не очень-то хорошо. Ну, фастфуд, он есть фастфуд, что потом поделаешь. Может быть и сдобные пирожки лучше, конечно. Даже, наверное, и так. Но это тоже имеет место быть, друзья. Пеките, готовьте, готовьте как мы, готовьте лучше нас. Заканчиваем. Вот. Всем пока, друзья. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И готовьте вкусные завтраки и перекусы такие. Например, я поеду на коляске прогуливаться, у меня будет в пакетике такой пирожок. И термос чая. И отличный перекус будет дорогой. Все, всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале.